смотри-ка. А эту Чульмановскую петлю решили асфальт укатать. Ничего себе. Тут же гравийка была. Вот это да. Хо-хо. Помню, вот здесь вот фора висела. Или где-то вот здесь. Как он туда не улетел. На спуск шел. А скользко было. Он в поворот не вписался, прямо пошел. Сейчас же вот направо поворот, а он прямо. И хорошо этот снег был. Снег его задержал. Так бы туда бы укатился. Так, ну не до конца сделали. Асфальт еще. Внизу там экскаватор работает. Сейчас покажу вам. Что-то я уже подзамаялся. Еще 200 километров, грубо говоря. Так, сегодня с 8 выехал. Сейчас уже 6 вечера, 6 час. Представьте, целый день еду. Ну, понятно, я там задержался. Но по ощущениям-то не час, наверное, поболее. Там все-таки часа 2 потерял времени, пока вытаскивали. Но все равно, то есть целый день едешь, вот по сути ты немного километров проезжаешь. Я вот проехал, ну сколько я от Невера отъехал, там километров 30, встал-то Соловьевск. Ну условно 500 сейчас, какой-то 430 что ли столбик был. По-моему, да, 430. Ну вот, целый день еду. А эти меня обгоняли уже. Заправлялись. Там газончики, по-моему, 3 газончика перегоняют. Ладно, ребята, поехали дальше. Видя встретили. Ничего себе. Ну, ребята, я вот не знаю, зачем они кормят его. Будете там собаки 3 штуки или 4, вот их кучу покормите, а медведя нахуя кормить. Потом реально, блядь, выйдешь в полстаде, пизда, нахуй, сожрет, блядь. Конечно, не надо кормить. Да я не знаю, вон на Шахмане кормят что-то. Приближаемся к перевалу Тит. Я вот не пойму, белое это что?
порода такая или это снег лежит? Интересно, смотрите. Видите, белое. Что это? Похоже на снег. Июля месяца. Любопытно. Там типа как ложбина, и солнце не попадает, так что ли? И его там так много, что он не тает. Интересно. Ну и плюс высота. Ну куда ты так переходить? Жить надоело, что ли? Да, ребята, смотрите. Удивительно, если это снег. Я, правда, не могу разобрать, что это. А может быть и порода белая просто, да? Хотя... Нет, по-моему, это порода. Так, блин, ну она просто идеально белая. Не может же быть такого. Интересно. Так, ладно. Близко подъехал, ну точно это снег лежит. Поднимаемся. Сюда вижу черная какая-то порода, отсыпка. В принципе, пока все так же. О, тут, конечно, вообще неровно. Ё-моё. Ох. Интересно, они к зиме-то ее выровняют немножко, чтобы разогнаться можно было. Ну и камни здоровые. Что-то они как-то отсыпали. Прям жестко. Крупником. Колесо бы не пробить. Что-то я как-то посередине еду. Меня и справа, и слева обгоняют. Да тут, блин, как хочешь, так и едь. По-моему, без разницы. Ё-моё, ну вот кадры даете, ну таким крупным-то отсыпать. Совсем, что ли? Жесть. Да уж. Так. Ну и где ехать? Ни хрена тут посередине. Просто булыжники лежат. Пробовал здесь блять, нет. По идее бы слева надо было. Там легковушка ехала. Блять, а. Писец просто. Хотя бы вот таким бы отсыпали. Куда такие крупники? Да уж. Где-то вот в этом месте, чуть дальше, обычно встают машины, дальше не могут подняться. Хрен знает, где ехать лучше. Без разницы, по-моему.
Ладно, ребята, поднимаем. Ну что ж, ребята, до Алдана 100 километров, по-моему, да? 95, грубо говоря. Еду, качу, музыку включил, вот кайф. Вот мне вот нравится в плане музыку хорошую включил для настроения. Едешь, любуешься, просторы необъятные просто, бескрайние. Смотришь, там вдали гора, сопка. Ну, не знаю, кому как, но мне нравится. Даже зимой. Минус 50, тоже так весело. Красота. Никого нету. Ни вот этого дикого бешеного потока. Катишь в одного. Если была бы еще дорога идеальная, вот, ох, вот цены бы не было бы. Якутские просторы. Воды очень много. Местами она так растекается, вода речки. Но это еще мало. Да, уже вечер, уже 8 вечера. Вот так вот. Считай, Алдан на 600-м километре целый день ехал. Вот 8 выехал, сейчас 8 вечера. И я еще же не доехал даже. Час 17 минут мне показывает. За счет вот этих постоянных притормаживаний на спуске. И на подъем ты медленно идешь. Вот как сейчас тоже. Сейчас, по идее, подъем будет, надо бы разгоняться. Ну вот знаки стоят. 50 км. По-моему, здесь он жесткий. Насколько я помню. Могу ошибаться. Нет, я ошибся. Не здесь, значит в другом месте. Ладно. До завтра уже тогда. В Алдане я переночую. Завтра уже... так, ну завтра-то по идее... Что у нас завтра? Суббота. Ну, либо завтра будем переплавляться, либо воскресенье. Значит, уже там... Осталось немножко. Опа! Ах, просторы, просторы Якутии. Если бы еще дорога, да, была бы идеальная, ой, вообще цены бы не было. Как мне нравится в плане, ставишь музыку какую-нибудь классную и едешь. Машин мало, никого нету. Красота. Вон какая-то гора высокая. Ничего себе. При условии, что мы тоже как бы не низко спускаемся сейчас. Так, ну что ж, приближаемся к Алдану.
Оп. И резко тормозить, блин, боишься с этим палетом высоким, который еще стоит не на полу, а на этих. Клееный брус, еще доски просто лежат, они туда-сюда елозят. В общем, шляпа, как бы она не... Ну, в общем, ладно, не будем о плохом. Поехали дальше. Доброе утро. Что-то новенькое. Такого еще я не видел, как тараканят легковушки. Ох, ну и груженый же он, а. Вообще не едет. Вот они его нагрузили, бедный грузовичок. Японский, праворульный. 125-й, Владивосток. Сверху что-то там какие-то ящики. Сзади машина. Причем сняли и поставили на тележку какую-то, да, вот. Да, как только не извращаются, да? Как только машины не крепят. Спереди картонку поставили, чтобы не побило камнями. Сейчас обгоним его. Потому что он вообще груженный. Тяжело идет. Ладно, братишка, я нормально обойду. А, это Якутия, 14 регион, старый номер просто, Владивостокский регион. В общем, ребята, катим. Проснулся, выехал с утра. Сейчас у нас Томот. Сегодня уже в Бестяхе будем. Мне сказали, что уже в этом году круглосуточно переправа работает. Вот, и может быть и сегодня переедем, а может быть завтра с утра, посмотрим по ситуации как. Торопиться, как я уже и говорил, некуда, потому что в понедельник разгрузка, сегодня суббота. Поливалка едет. Или что это, да? Поливалка. Ладно, ребята, поехали дальше. Не знаю, уж показывал, не показывал. Вот населенный пункт Томот, то есть он же зеркальный, Томмот. Они здесь обыграли, на мой взгляд, креативно сделали. То есть название населенного пункта отзеркалили. То есть первое слово Том, а там зеркало стоит, и оно показывает мод. Вот смотрите. Видите? Томмот.
Так, ну что ж, давай заедем, ладно. Укусим что-нибудь. Чего-нибудь. Так, встану, чтоб не подперли, если справа назад сдам, такой еду. Чтоб выехать можно было. Пойдем, сходим. Раритет какой нашел. Я не знаю, где они его достали, но он прям свежий. Или так восстановили его качественно. Ну, Ява. Помните, как в этом Сектор газа-то? Ява. Взял я на халяву, по-моему, так же песня. Слушай, ну он в состоянии просто... Либо это... Охренеть. В свежем состоянии. Да? Смотрите. Гонял я как-то. На планете 5 на Яве у меня не было. Планета 5 была. Слушай, ну я не знаю, либо это так просто новый, либо восстановленный, да? Ну, такое ощущение, что он новый. Не охренеть. Да. Ладно. Кушаем. Просто новый. Резина тоже. Интересно, откуда они его достали? Ладно, кушаем. Делают. Ладно, УАЗик залез. А легковушка, как она там оказалась? Пытался переехать, что ли? А, ну там палатки, люди отдыхают. Видать, по синеве решил. А что за машина-то? Lexus, точно. По-моему, Lexus RX. Да, приключение себя на задницу поймал. Верхняя Амга. Да, вон там люди отдыхают. Решил покататься по речке. Девушка вон сидит. Вот, и раньше так в Якутии жил, мы заезжали так в речку. По колесам, как бы, и окей, нормально. Ну там, тогда что у меня был, купили только этот прадик праворульный. Зеленый, помню. Так, речку заезжал я. Так. Ну что ж, осталось немножко. Ну, относительно, конечно. Еще ехать и ехать. Прямо вот участки хороший, асфальт прямо идеально ровный. А бывает вот как здесь. Чего вот не сделают. Уже сколько времени. Но здесь прям конкретно. Он, наверное, там этот, по-моему, на Lexus похож по фарам.
Скорее всего, гидроудар поймал. Нырнул, воздушный фильтр хлебанул воды и все. Ну тогда там капиталка движка обеспечена. А с учетом современных двигателей, да, там капиталка, так вообще там целая эпопея. Наверное, этот проще контрактный, бэушный взять. Вот такие просторы в Якутии. И вот сопки, вот туда, представляете, на тысячи километров никого нет. И вправо также никого нет. Были бы, да, здесь зимы помягче. Региона цены бы не было бы. Но зима здесь суровая. На горку заехать, чтобы вниз открывался бы горизонт. Ладно, идем на подъем. Такой пологий и сильно крутой. Ребята, ну что ж, Нижний Бестях. Все, доехал. Сейчас вопрос-то, что делать-то? А, что так громко? Стоять здесь, либо на той стороне, переезжать или не переезжать. Что-то квитанцию мне так и не отправили об оплате. Тут стоять-то по сути негде, потому что все довольно-таки тесно. А там у речки, по-моему, интернет не очень. У реки. Ну вот Союз вот так стал. Ну что-то возле дороги стоять, честно говоря, неохота. А, он в магазин, наверное, ходил. Ладно. Спускаемся сейчас к реке. Ну вот у нас и Лена. С учетом того, что много воды, я думаю, Лена сейчас очень растеклась сильно. Вернее, она, ну, как выше уровень воды гораздо, чем обычно, наверное.
Это я сейчас уже вижу, что она реально ну, много воды. О-хо-хо. Лена, привет! О-хо-хо. Вот это она какая огромная. Просто огромнейшая. Так, скорее всего, у меня первая переправа. Сейчас надо будет узнавать, ходить, спросить. Да, наверное, здесь-то и сразу переберусь. Так, коровы. О-хо-хо. Прям посередине идет и в ус не дует. Да, видно, она полноводная. В прошлом году, когда я приезжал, не так много воды было. Вон фура уже идет, вижу. Так. По-моему, мне вот сюда надо. Я вот на этой переправе ни разу не был. Поэтому тут какие правила не в курсе. Сейчас будем уже на месте выяснять. На яме-то проще в пароме. А тут как бы ряды. Хрен его знает. Еще по безналу оплатили. Мне ни квитанции, ни хрена ничего не выслали. Хрен знает, блин. Еще такие ямы. Шакман и так низкий. Короче, тут будка есть. Сейчас пойду спрошу. Вот на этой переправе я еще ни разу не переправлялся. Ну вот тут есть будка, пойду спрошу. Вот будка. Сейчас спросим. Там движение тут организовано по рядам. Вот здесь фирма ООО «Паромы Якутии». Там фирма АЯМ. Я вот обычно вот там переправлялся. Там проще. Вот. А здесь поток больше, легковых больше. То есть все сюда сворачивают на первую переправу. Вот. И, соответственно, здесь я первый раз переправляюсь. Посмотрим, как здесь. Два ряда пустили. Ждем. Главное, чтобы заезд был нормальный. Был бы как на Емановском-то Мерсе. Там же он на подушках, там и ведущая, и рулевка оси, да, на тягаче вот так поднимается. А здесь-то вот так поднимается только ведущая ось. А спереди-то рессоры. И, соответственно, цепляешь. А там на Мерседесе-то вот так задрал, прицеп задрал бы. Ха! Там он так высоко задирается, что я бы даже не боялся бы зацепить что-либо. Там же полностью Мерсы на подушках. Ну, скамейки тоже
эски-то. В этом плане Йеман, конечно, комплектации жирные там машины. Так, эти ряды полностью ушли. Сейчас наши ряды пойдут. Вот эти два ряда были заполнены полностью машинами. Но, скорее всего, мы не влезем в эти. Причал номер... А, тут по два. Причал номер 2, причал номер 3. А как определить, на куда заезжать? Некоторые дальше едут, некоторые сюда заворачивают. Непонятно. Хрен знает, куда заезжать. Этот убежал, регулировщик. Туда, наверное, все забито уже. Сюда, наверное. Блин, вода-то полноводная, Лена. Никого нету. Где, чего спрашивать-то? Где? Кто? Чё? Так, минутка неразберихи. Лучше бы на Аяме, там попроще. А мы залезем, нет? Ну я-то залезу, а вот длинномер хрен его знает. Площадкой задел, там такой перекос, блин. Так, ребята, надо сейчас поинтересоваться, что залезу я, нет. Он отплывает. Ехать? Ехать? Ехать нет, блядь! Мне заснять, как я заезжаю. Орать начал, блин. В общем, Лена. Да, полноводная она. Расставляет, пока он бегает там. Туда-сюда. Ну, наверное, так я и останусь. Вон катер идет. Катер идет, смотрите. Красиво. Ладно. Все, аппарель подняли. Правильно же назвал аппарель. Запускает двигатели. Да, воды много прям. Такой еще этот идет. Течение сильное. Или может мне кажется, то что ветер. Ну прямо нормально. Подожди, а у нас это перед, что ли? А, у нас же это перед, точно. Мы сейчас прямо вот так сейчас развернемся и поплывем.
Отчаливаем. Смотрите, ребята, прям на лету ловят. Смотрите. Опа! Еще и дерутся. Сколько их, а? Вот это ветер. Красиво, да? Наверное, ветер будет сильный. Аж прям сдувает. Немножко задрал хвост. Ух, ветрище-то. Обратно идут. Ребята, знаете, она так покачивает вот так вот. Ну, ветрище, я сейчас зашел, хоть ветер, прицеп немножко закрывает угол и не так сильно ветер здесь вот. Можно окно открыть и так сидеть. Ну, хоть что будет вспомнить, просто кто смотрит постоянно мой блог, да, на YouTube, помнит, что я в прошлом году-то также плыли, только на ледоколе. То есть там только вместо воды лед. Он же проламывает вот так вот лед. И мы вот на барже плыли. Тоже, конечно, не забываем. Но просто у меня там ролики, видео пропали. То есть я удалил случайно. И у меня концовки не было. Вот. Но я в Телеграме-то разместил там. В Ютубе тоже там в шортсах. Как я плыл так вот по льду. Вот, а так, что будет вспомнить, конечно, довольно-таки интересно. На фуре плыть по реке. Даже не по речке, а по реке. Река, тут видите, какая она огромная. Лена покормил чаек. Очень много их. Ладно, все, поехали дальше. Сейчас по течению плывем очень быстро. В обратку будем против. Помедленнее идти будем. А так прям чувствуется скорость хорошая. Дети бегают. Детям интересно же. Ой, аккуратнее, блин. Да. Ладно, ребят. Плывем дальше. В общем, пришвартовываемся. Якорь сбросили. Уже идет. Да, он туда уже. Ну слушай, тут нормально, я сейчас съеду, вообще без проблем должен. Ничего не цепануть.
как бы тут подходят к делу нормально. Потому что на ледоколе, когда вообще было жестко. Съезжает, только что-то мне съезд больно, блин, островат. Бампером бы не задеть. Сейчас жду, у меня там справа в конце прицепа стоит машина, что буду, если двинусь, задену ее. Ладно, сейчас еду. Ребята, выбрался я, ничего не задел. Площадка только вот сзади кабины, там вот только этот цепляла, потому что перепады. Выезжаем. Ох, сколько машин-то, а. Обалдеть. Не знаю, наверное, сейчас буду заканчивать ролик. Что сейчас? Во-первых, мне ждать надо. Блин. Сейчас где-нибудь остановимся. Ну все, ребят. Проверил. Теперь у меня основная... Все время, пока где-нибудь встаю, обязательно это спид-тест называется. Программа проверки качества интернета, скорости. Я, короче, везде, где останавливаюсь, сначала запускаю спид-тест, смотрю. Основное, это помимо того, что прием килобайтов, да, в секунду скорость, еще главное отдача. Мне же загружать надо. Основной критерий — это еще и отдача надо, чтобы скорость была. А то бывает так, что встанешь, прием вроде бы как бы окей, а отдача маленькая. Такой сидишь и думаешь, блин, а мне это же не подходит. Берешь и переезжаешь. Я даже вот сейчас, смотрите, вот здесь же город, а вот там Лена. Вот там место есть. И вот так встать можно туда с видом на Лену. Красивый вид. Но я туда не хочу вставать, потому что, может быть, скорость упадет. Даже вот до такого доходит, до роддома. В общем, все у меня. Рейс закончился. Ну, я не буду ждать, потому что сегодня суббота. Завтра еще, скорее всего, тоже, наверное, будет воскресенье стоять. Но телефон найти не могут. Кому груз, позвонить, узнать, завтра выгрузят они или нет, могут ли в воскресенье. Если нет, то до понедельника я буду стоять, ждать. Надеюсь, там все-таки телефон скину, потому что везу частнику, я так понимаю. Там частный сектор, хотя бы надо выяснить, чтобы я не сунулся не в ту, как говорится, дорожку узенькую и не встрял, да, вот я про это имею в виду, чтобы мне телефон дали и мне сказали, вот надо так, проедешь, все окей, чтобы поменьше проблем себе поиметь, вот я про что говорю. Поэтому жду телефон. Ну а так все, значит, надо ролик заканчивать, тогда буду. Ну тут осталось все доехать, бок открыть, крышу открыть, я не знаю, как они будут доставать, скорее всего краном, может быть каром, но я навряд ли думаю, что там частник, у него кар есть. Скорее всего, он будет краном вытаскивать, значит тогда... Ну, в любом случае, бок открывать не надо, ремни снимать. Крышу открою, они через верх вытащат, и все, и я в обратку поеду. Вот, буду грузиться уже в Алдании на Еврейку. Вот. Ну, все тогда, что. Спасибо за просмотр. Всех обнял, приподнял. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь видео. Подписывайтесь на телеграм-канал мой, там тоже то, что не входит в YouTube, там обязательно тоже публикуется. Мысли, видео короткие такие формата, в общем, всякие интересные новости, делимся. Вот, так что подписывайтесь обязательно тоже в телеграм. Все, до новых встреч, пока-пока. Ну и я сейчас буду садиться отдыхать, работать, времени валом. У меня вон вид
Лена. Шикарно, вот смотрите. Вон, видите, Лена. Туда бы подъехать, да? Все-таки, наверное, я туда подъеду. Вот между Тралом и региона, вот этот союз логистик. Там есть... Можно вон за Олимпом с края вот там вот встать. Там вообще вид. Вот. Но я боюсь, что там интернет упадет. Ну все, пока-пока. Ну вот концовка. В общем, приехал на разгрузку. В целом все окей. Доехала. Эта пачка тоже доехала. Чуть сместилась, но больше уже не смещалась. Сместилась она за счет того, что вот эти доски, они играют. Вот. И, соответственно, все нормально. Пеноплекс выгрузили на другой точке. Вот приехал. Сейчас должен приехать погрузчик и выгрузить. В общем, все нормально. Так что вот, все, ребята, все хорошо. Доехал, все нормально. Жду погрузчик, выгружаемся.